ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 17:30. Универсальный спортивный комплекс. Чемпионат мини-футбольной лиги Севера. Первый этап прошел в декабре. По его итогам команды разделили на 3 подгруппы – бронзовый, серебряный и золотой финалы. Нам бы, как организаторам, хотелось бы, естественно, чтобы он был не только ухтинский, а было 4 команды из Ухты в золотом финале. Но получилось так, как получилось, и он по уровню игры, по уровню взаимоотношений, по уровню сопротивления был намного интереснее, чем в прошлом году. В золотом финале встречаются команды «Газпром», «Трансгаз Ухта» и «Шахтер». Их прошлый матч был неделю назад. Тогда команды сыграли в рамках городского чемпионата. Упорная битва окончилась ничьей со счетом 2-2. К сегодняшнему дню нефтяники потеряли 2 центральных игроков, но усилились футболистами из Вонинской «Спарты». Кроме того, один из заявленных вратарей – тренер клуба Суперлиги. Поблизости его подопечный Александр Севец, нападающий МФК «Ухта». Сегодня он в роли тренера «Газпрома». Опыт есть. Пока играл в Липецке, часто замещал тренера дублирующей команды. Делал, что в моих силах было, то я и делал. А как это хорошо до них доходило, плохо, это уже они, может, сами оценят. В принципе, я своей командой доволен. Но как вы думаете, как я не могу быть доволен командой, если команда за 3 игры не пропускает ни одного гола? Чемпионат проходит по круговой системе. Для того, чтобы «Газпром» занял первое место, им нужно не просто победить, а сделать это с разницей в 7 мячей. «Шахтер» же борется за 2-е место. В первом тайме команды активно атакуют, вместе с тем виртуозно обороняясь. Результат на табло 0-0. Во второй половине встречи «Газпромовцам» удается приманить удачу, но достичь необходимого результата не получается. Итоговый счет 5-0. Победа за «Газпром», «Трансгаз Ухта». Скопилась усталость игры игроков. 3-я игра. Тогда выпустили 5-го, мы отыгрались. Но это была одна игра за неделю. Ребята более свежие были. Сейчас просто ребята не смогли продышаться и не смогли отыграться. Просто уже бежали как могли. Чемпионом золотого финала становится «Планета Университет». На 2-м месте «Газпром», на 3-м «Транзит». «Шахтер» занимает последнее место в подгруппе. МФЛС уже ведет подготовку к следующим соревнованиям. На май запланирован кубок. Отдельно сыграют дети, команды первой и остальных лиг. В этом сезоне планируется расширить географию участников и выйти за пределы республики. Свой приезд подтвердила команда «Рубин» из Салихарда.